Прожиточный минимум на второй квартал 2025 года по информации Нацстаткома составил на душу населения в Кыргызстане 8770 сомов. Завтра, 10 октября, пенсионеры получат индексированную пенсию, минимальный размер которой составляет 7100 сомов. Государство за последние 3 года провело масштабные пенсионные реформы, но индексация минимальных размеров пенсии все еще отстает от насущных потребностей получателей минимального размера пенсионных выплат. Как защитить свою старость? В стране сотни социально ориентированных некоммерческих общественных организаций пытаются привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей. Кто-то разрабатывает и внедряет практику своей организации по пожилым людям, социальные стандарты и услуги с учетом международного опыта с привлечением внимания общества к проблемам пожилых людей. Кабинет министров принял закон об индексации пенсий, назначенных в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании. С 1 октября текущего года минимальный размер пенсии озвучен 7100 сомов. День пожилых в Кыргызстане отмечает, как и весь мир, 1 октября. Хотя проблемам пожилых с 2012 года постановлением правительства отводится целый месяц с 15 сентября по 15 октября. В этот период наиболее активно на разных площадках обсуждаются проблемы старшего поколения представителями как государственных служб, так и общественных объединений разного толка. Наиболее солидные берут реванш в обсуждении тем, касающихся проблем пожилых. Представитель общественного объединения пенсионеров Кыргызстана «Ардагер» Болсунбек Мамытов намерен продвигать нормы международных проектов и принятых в Кыргызстане государственных решений по вопросам, касающихся именно жизни пожилых, ряды которых пополнил и сам с получением пенсионного удостоверения. Синхрон. Болсунбеку Мамытовичу, кадровому офицеру Вооруженных сил Республики, чувствуется, была интересна сама аура сегодняшнего круглого стола, организованного Республиканским центром укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Национального общества Красного полумесяца. И потому он с удовольствием принял приглашение организаторов на обсуждение знакомой ему темы. Хотя, надо отметить, что предложенное обсуждение выглядело очень специфично. Механизмы межсекторального взаимодействия для поддержания здоровья пожилых людей. Глубокомысленное содержание мероприятия переваривали с десяток приглашенных межсекторальщиков. Остальной народ медленно вникал в суть такой вот непростой темы. В честь организаторов доклады предлагались весьма интересные тематики о здоровом старении в Кыргызстане. Возможно ли активная и счастливая жизнь в отмеченном интересном возрасте? Жалко, что эта работа коснулась только узкого круга лиц. Медийное пространство именно в среду тех пожилых людей, о качестве жизни которых шел разговор на этом мероприятии, информация касательно процентных ставок их проблем, думается, даже не просочилась. На мероприятии не была представлена пресса. Сегодня я с удовольствием принял участие на этом круглом столе, принял приглашение, услышал много хорошего, много информации было получено мною, но обидно то, что вся полученная информация остается в этом же здании, где присутствует всего 30 человек. Население, пенсионеры, о таких мероприятиях информацию не получают. Так что же волнует сегодня представителей неправительственных общественных объединений в социальном пространстве защиты пожилых людей? О проблемах и рисках, с которыми сталкивается общество в процессе старения граждан, обстоятельно демонстрировалось с экрана для гостей мероприятия. Госпожа Баитова, главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в своем выступлении открыто коснулась экономической уязвимости пожилых граждан.
Конечно, немаловажное значение в жизни обсуждаемой категории людей имеет ограниченный доступ к медицине. И, что очень немаловажно, отсутствие информации о льготах, которые предусматривают скидки при покупке дорогих лекарств и при сдаче дорогостоящих анализов. О них официальный Минздрав хранит целомудренное молчание. Даже при детальных допросах их эмиссаров, допускаемых при публичных заседаниях парламента некоторыми дотошными депутатами, малообеспеченные пенсионеры не посещают поликлиники из-за больших очередей. Министерство здравоохранения, которое, к сожалению, на сегодняшний день слабо относится к тем или иным инициативам. Существуют серьезные вопросы, приведшие пожилых людей к социальной изоляции из-за дефицита возможности участия в социальной жизни общества. И, конечно, обсуждение в таком ограниченном пространстве проблем сохранения физической активности указанной категории пожилых обязано расширить соответствующую территорию охвата своих слушателей и зрителей. この法律によって高齢者が長く働き続けることができるようになりました。 Участники круглого стола из Японии поделились темой социальной мотивации для пожилых людей, применяемой в их стране, активирующих пожилых людей к физической активности методом компьютерной игры в покемон. Посредством специальных браслетов, по словам гостей сегодняшнего обсуждения, оказывается, японцы отслеживают уровень физической активности пожилых людей. Конечно, в стране восходящего солнца, где средняя пенсия составляет порядка 1500 условных единиц, в отношении пенсионеров государство может применять возможности своего технического прогресса. На японский ноу-хау ответил кыргызский мотиватор уже с точки зрения более мощной кыргызской народной смекалки во время повального подорожания основных продуктов питания. Наши пожилые люди бегают от Ожского рынка в Аламединск, от Аламединского в Автосайский. Вот такой у нас покемон. Чем в первую очередь предстоит заняться волонтерам неправительственных организаций? Конечно же, в первую очередь обратить внимание общественности к вопросам доступности медицинских услуг, недостатку социальной поддержки и повышению осведомленности общества о потребностях пожилых людей, считает представитель социальной группы пенсионеров. Кыргызстан имеет социальную площадь, заполненную порядка 1 миллиона пожилых людей. Сотни неправительственных организаций, выбравших своих респондентов, как умеют, работают на выбранных площадках. Но между объявленной категорией защитников интересов пожилых нет единогласия и идейной сплоченности, о чем доходчиво высказалась представитель ресурсного центра для пожилых Светлана Баштовенко. Очень бы хотелось, чтобы площадки, которые создавались по одной теме, чтобы они были разработаны и проработаны, запланированы в одной повестке. Потому что мы слышим, какие-то союзы создаются, какие-то маленькие организации, какие-то чего-то там нет. И одно и то же, понимаете, наступают на то, что уже давно проводится, не зная о том, что нужно работать на системном уровне. Работа с министерствами одно, на местном уровне это работа другая. Социальная сфера по-прежнему не теряет своих приоритетов. Доля затрат из государственного бюджета на социальные нужды продолжает расти. Нужны новые силы для реализации государственной программы активного долголетия изнутри, от общественного участия в этой программе самих пожилых граждан, которые в силу своей готовности смогут решить многие вопросы, касающиеся возможностей самореализации и человеческой активности, построенные на создании оптимальных условий и механизмов для эффективного решения задач, сформулированных в рамках основных приоритетов. Такой симбиоз явится основой для разработки и осуществления в республике государственной политики, которая строится на создании оптимальных условий и механизмов для эффективного решения задач, сформулированного в рамках основных ее приоритетов. Задача нашей общественной организации до пенсионеров доводить все их права, защищать их права, а также работать совместно с государственными органами власти по реализации требований нормативных документов, которые имеются. Для чего создаются неправительственные структуры разного толка и тематики? Понятие «активное долголетие» впервые было сформулировано в 2002-м.
Всемирной организации здравоохранения в виде рамочной стратегии активного долголетия. Цель программы – создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни посредством системной адаптации государственных и общественных институтов к проблемам старения граждан. Очень много разрабатываем законов, НПА, много работы, программ. Все это потом под сукном остается, и забываем о человеке. Время уходит, да? А хорошие программы, которые прописываются, они уходят, потому что финансово не поддерживаются. И мы останавливаемся на этом. Это нас останавливает, а не должно останавливать. Главным приоритетом в работе общественного объединения пенсионеров Кыргызстана «Ардагер», считает наш сегодняшний респондент, является соблюдение прав и законных интересов пожилых граждан во всех сферах жизнедеятельности общества, сохранение здоровья граждан старшего поколения, их социальное обеспечение и, конечно, их активное участие в жизни общества. Надо отметить, что в нашей с вами стране приняты в отмеченном вопросе очень много законодательных актов, принят план мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан на 2019-2025 годы, утвержденный постановлением правительства Кыргызской Республики от 30 августа 2019 года за номером 442. В 2002 году Кыргызстан стал участником Международного Мадридского плана действий по проблемам старения, в соответствии с которыми Кыргызстан взял обязательства по обеспечению пожилого населения страны возможностью жить в безопасных и достойных условиях и продолжать участвовать в жизни общества в качестве полноправных граждан. Но об этом постановлении правительства не знают очень многие профильные чиновники в силу их частой сменяемости. Похоже, им недосуг пройтись по соответствующим законодательным документам, заедает рутина повседневных забот, понимаете ли. Большая просьба, создавая подобного рода площадки, учитывать опыт других организаций, потому что часто бывает, что одно и то же делаем, одних и тех же охватываем. Даже как пример, какие-то спонсоры или доноры приезжают, да, мы говорим, что поезжайте в тот регион, поезжайте в тот. Они, не-не-не, у нас времени, не-не-не, нам что-то вот здесь в Бишкеке. Мы перекормили уже Бишкек, да, поэтому у нас он и перенасыщено, и население перенасыщено. И у нас совершенно не отсутствует поддержка пожилого населения, старшего поколения в регионах. Это нужно думать. Кыргызстан вступил в ряды стран Евразиатского экономического содружества в августе 2015 года. В перечне требований были четко озвучены приоритеты участия страны именно в социальной жизни своих граждан. В белорусском предложении были озвучены именно помощь пожилым гражданам, развитие геронтологии и гериатрии в стране. У нас об этих категориях на тот момент истины не слышали даже Минздраве, хотя о геронтологии и изучении качества жизни пожилых людей уже были изданы научные монографии академика Мирахимова, основанные на трудах отца этой науки Ильи Мечникова, открывшего для медицины этот термин еще в 1903 году. В 2015 году при Минздраве Кыргызской Республики должности главного геронтолога еще не предполагалось. Конечно же, Минздрав, еще сам не знавший, откуда появился термин геронтология, предложил в группах семейных врачей в качестве отмазки, думается, ввести особым штрихом лечение пожилых, обособить, но предложение не прижилось. Официальная медицина отделила детское лечение. Вот таким образом должны были обособить и лечение больных пожилого возраста. Есть специальная наука, зовется она гериатрия. Но мы пока ни в одном медицинском учреждении не видели кабинета геронтолога. Права пожилых, невзирая на великолепный отчет главного внештатного геронтолога страны госпожи Баитовой, невзирая на постановление правительства, похоже, из области невероятных приключений или попросту фантастика. Пожилые не знают, что, имея удостоверение пенсионера, они имеют 50% льготы на категории лекарств и дорогостоящих анализов. Люди, кому за 70, имеют право лечиться дважды в год в стационарах. Защитой вот таких прав пожилых, в когорте которых находится сегодня и он сам,
намерен заняться в силу устава Общественного объединения пенсионеров Кыргызстана Ардагер, гость нашего сегодняшнего специального выпуска Болсунбек Шадыбеков, кадровый офицер, привыкший служить правопорядку. Думаю, будет то.